Напряженную тишину операционной он сменил на фронтовую канонаду. Летом 22-го Назар Петров добровольцем ушел в зону СВО. Главный врач Оленёкской ЦРБ стал одним из первых гражданских врачей в Якутии, решивших отправиться на передовую. Мы люди с хорошей работой, высокооплачиваемой работой. Мы шли туда ради патриотизма. И там таких ребят много. Опытный хирург на фронте оказался крайне востребован. Он не только оказывал, но и учил сослуживцев проводить первую медицинскую помощь и противошоковую терапию. У нас были соседи, с кем мы стояли, это 200-я бригада. У них потерь было гораздо больше. Медики у них не справлялись. И поэтому наши ребята им тоже здорово помогали. Однако последняя командировка стала для медика тяжелым испытанием, и ему самому понадобилась помощь коллег. Одна шрапнель ударилась об тазовую кость, а потом позвоночник рикошетила, и меня вот там пинг-понгом все кишки перебило. Оказавшемуся на грани смерти Назару Петрову предстоял долгий путь. Я ехал 100 километров, чтобы до первого хирурга дойти. Выжил. Август 2024 года. Под покровом ночи на контролируемой российской армией берег высаживается диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Их вылазку предваряет активная артиллерийская подготовка. Но ставка на элемент неожиданности противнику не удалась. Осветили берег, и они тепловизорами, мы их ослепили гранатами осветительными и перебили всех. Некоторых утопили, катера с крупнокалиберного пулемета, а остальных перестреляли. Для Назара Петрова это уже 5-я командировка. Боец числится стрелком, хотя за плечами богатый опыт хирурга. Зная это, командир отдает ему приказ – спасти раненых. Медики на войне подобны ангелам-хранителям. С ними чувствуешь себя под защитой. Однако выбравшийся из окопа врач сам стал уязвимой целью. Очередная угроза пришла с воздуха. Он попал в прицел вражеских дронов. И за мной вязалась вся рой БПЛА. 5-го я не смог спасти. На меня скинули жидкий металл, алюминий, оксид алюминия, который прожег мне форму. Хорошо, что благо я худой. Форму прожгло. Был бы полнотелый, меня бы руку прожгло с костями. Я сбил пламя, руку обжег, побежал обратно змейкой. И на меня скидывает фугасный сброс. Я оглушился, но встал, собрав силы, побежал обратно. Блиндаж, где я оказывал помощь, то он сгорит. Там двоих ребят обнаружил, и вместе с ними втроем начали отступать. Все убежища к тому моменту противник спалил. Найти спасение бойцы попытались под островком выгоревшего леса. Что в тепловизор бывает, когда деревья не остынут, они светят красным и не видно человека на их фоне. Но Баба-Яга на этот раз, не как в Харькове, обошла ребят, на них не скинула и целенаправленно на меня. Сброс скидывает, бабах, 2 метров взрывается. И ранение живота у меня. Тяжелую рану, как мог, залатал другой пострадавший медик. Операция проходила в кромешной тьме. Впереди срочная эвакуация в глубокий тыл. Тем временем противник не оставлял попыток достать бойцов. Наш УАЗик попал в FPV-дрон. То есть мы еще 2-й раз чуть там не погибли. Для Назара Петрова это было 2-е ранение, куда более значительное. Первое обошлось легкой контузией. Тогда он даже не стал обращаться за медицинской помощью. А ночи на Украине очень темные. Была штормовая погода, и мы сидели, радовались на пулеметном дозоре, где мы дежурили по 3 часа. Радовались, что в эту погоду коптеров тогда было мало, но они все равно были. Не прилетит коптер. Но прилетел мотороллер. Это Баба-Яга с дизельным или бензиновым, скорее всего, двигателем. И она нас заметила. Обвешанный гранатами промышленный дрон начал охоту за бойцами. Огневую точку пришлось покинуть. В укрытии Назар Петров решает перехитрить оператора вражеского коптера. Я предложил Станиславу, говорю, давайте разделимся. Я вернусь туда на пулемет, а ты пойдешь на другой пулемет, утес крупнокалиберный. А я вернусь на ПКМ, на мелкокалиберный. И вдруг он на нас потяжелеет же за гранату, пожалеет боеприпасы, не бросит на одного человека. И мы разделились. Я вернулся на пулемет свой, который он уже видел. И возвращается опять мотороллер, завис. Я пытаюсь его увидеть и выстрелить, но его не видно. И тут такой звук выстрела. Таешь! Я обрадовался, думал, Станислав каким-то образом заметил, может, огонек какой-то, и попал. А это было не выстрел, а была ЧК
от гранаты. Бабах! Я себя не чувствую, Станислав меня оттащил. Уже очнулся в гараже. По светлу мы вернулись, посмотрели, оказывается, отклонилась граната от своей траектории сегодня на 1,5 метра. Это боевое крещение произошло в августе 2022 года. Для главврача Оленёкской ЦРБ это была первая командировка. Месяцем ранее он по зову совести пришел на пункт сбора добровольческого отряда «Ботур». Мы уезжали без подготовки, когда штаб-квартира, учебный центр только создавался. За плечами Назара Петрова до СВО не было ни боевого опыта, ни срочной службы. Лишь желание присоединиться к своим. Вместе с ним поехали еще 2 медика. Командир отряда, будущий герой России Александр Колесов, вспоминает. Переживал за ребят, но понимал, врачи нужны. На полигоне в Ростове он с облегчением выдохнул. Ребята очень хорошо стреляли, все, в том числе наши медики. Вот, я был спокоен, что они умеют обращаться с оружием. Они морально-психологически очень устойчивые люди, готовы. Ну, в дальнейшем это и было доказано во время службы. После подготовки 90 человек разделили на 3 взвода. В каждый по одному медику. Перед Назаром Петровым встал вопрос, какой брать позывной. Тут он вспомнил свою первую операцию в бытность санитаром. Врач-травматолог Сергей Петрович Васильев, ныне заведующий отделением детской травматологии, кандидат наук, изобретатель из медцентра, спросил меня: «Назар, ты кем хочешь стать?» Говорит. Я говорю: «Хирургом хочу стать». «А ты зачем ты полы моешь? Иди, бросай тряпку, иди вон того ребенка после ДТП со страшной раной, рваной на бедре, оперируй», говорит. Ну, с удовольствием я на операциях смотрел, как зашивается, а никогда раньше не ушивал, тем более ребенка. Ну, пошел, новокаином обезболил и ушил обширную рану. Потом Сергей Петрович приглашает весь коллектив приемного покоя. Целая толпа врачей дежурных собралась, все санитаров, сестер. И говорит: «Смотрите, как Назар зашил рану у ребенка, операцию сделал. Быстро и аккуратно, как швейная машинка Зингер». Поэтому у меня насчет выбора позывного не было сомнений. На передовой Зингер латал раны сослуживцев. Сложные вмешательства он не проводил. Вспоминает, что для них не было ни времени, ни возможностей. Я больше не ушивал, я больше выковыривал осколки. В то время была установка такая: из поля боя не выводить, потому что нас до мобилизации это было очень мало. И то, что лечить на месте, мы лечили на месте. Во время обстрела сгорела вся моя медицина, в том числе и скальпели. У меня оставалось только 2 скальпеля. Я их берег на большие операции и делал операции якутским ножом. Ну, они были не такие, как большие операции, конечно, но выковыривание осколков, скрытие гнойников, абсцессов всевозможных я делал якутским ножом, нагревая на зажигалке. Ну, это хороший способ, это со средневековья известный способ стерилизации огнем пламени. Тогда батуровцы стояли в Харьковской области. Как могли, держали линию обороны. Противник, пользуясь численным преимуществом, напирал со всех сторон. После отхода наших войск Зингер записался в эвакуационную бригаду медикам. Вытаскивал с передовой раненых. Медицина в боевых действиях, она играет очень важную роль при оказании первой медицинской помощи. Да, от этого уже зависит дальнейшая судьба воина. Последующие командировки врача прошли в Запорожье. От линии фронта 7 километров. Столько ему приходилось преодолевать, чтобы вызволить своих. Назар отчаянный человек, все время рвался в бой. Стать врачом Назар Петров решился не сразу. В его династии были как творческие люди, так и силовики. Один дед был народным художником РСФСР, косторезом. Другой служил в НКВД. То, что я не сделал в то время, не поступил в силовые структуры, не стал силовиком, я компенсировал на СВО, я считаю. Но в молодости судьба распорядилась иначе. Первыми были экзамены в мединститут, поэтому юноша решил, что выучится на хирурга. С самого начала он был таким неординарным человеком. Он выделялся в своей группе, и на занятиях, где присутствовал Назар, это уже был не монолог преподавателя, то есть обсуждение тех или иных проблем, оно проходило в живой беседе.
Впоследствии упорство даже привело его на стажировку в Швецию. Оттуда студент возвращался на новом велосипеде, с которым не захотел расстаться. В свое время в якутской прессе было много описаний этой поездки. Я ел вяленое мясо, купленное у скандинавов, шкура, купленная у скандинавов, примус, который я грел, газ надо было греть, и роллтон смешивал с мясом и ел. А на кратковременно, когда сила кончается, шоколад очень хороший, у него шведский был шоколад. В день я проезжал 70 километров, больше не мог, потому что у меня спина покрывалась льдом. Интересно было. Я вообще скажу, что с самого детства я экстремал. Люблю экстремальные охоты на выживание. Назар Петров никогда не чурался ни трудностей, ни суровых условий. Прошел все этапы карьеры медика. Работал в Министерстве здравоохранения Якутии. Не читал за ссылку предложение работать в самых отдаленных лечебных учреждениях. Сейчас он возглавляет Оленёкскую районную больницу. Я хочу с гордостью произнести это. Не один я являюсь участником специальной военной операции. У нас, несмотря на то, что у нас маленькая больница, у нас работает и работало 4 участника специальной военной операции. И мы постоянно оказываем помощь фронту в виде гуманитарной помощи. Я не удивился на самом деле, когда услышал, что Назар Иннокентьевич находится в зоне СВО. Потому что это чувствовалось. Ну, наверное, это... Несправедливость, чужую боль он всегда воспринимает очень близко к сердцу. И даже несмотря на то, что во время последнего боя сердце самого Назара Иннокентьевича чуть не остановилось, наш герой стремится вернуться на фронт своим. Я когда туда приезжаю, я оказываю свои тарелки. Потому что там люди такие, как я. Те, которые шли не ради денег. После схватки с вражеским ДРГ хирургу самому пришлось оказаться на столе у своих коллег. Он перенес 3 тяжелейшие операции. Ноги были перебиты. 1,5 метра кишечника пришлось вырезать. После многомесячной реабилитации под присмотром крымских врачей он покинул покои и полон оптимизма. Я передвигался еле как на костылях, теперь хожу вот на трости. То есть динамика положительная. И надеюсь, в скором времени выздоровлю. А пока он вернулся в стены родной больницы, как и прежде, помогать выздоравливать своим пациентам. С 2022 на передовой он добровольцем пошел в этот бой. Зингер его позывной боевой. Сражался храбро, всегда был с тобой. Кенбургская коса, там последний бой. С 8 на 9 в огне стал другой. Ранен тяжело, но дух не сломил. Зингер до конца за друзей стоял и бил.